свой шанс быть в центре главных культурных событий села Усть-Кулом! До свидания, друзья! Все та же сцена, те же лица и необыкновенная атмосфера добра. Один раз в год Усть-Кулом – это центр притяжения всех, кому дорого и любима национальная идентичность. Здесь прославляется наш быт, природа и любовь. А куда же без нее? Фестиваль «Василей» создан, чтобы обогащать песенную культуру, поднимать новых авторов и открывать исполнителей, говорит один из отцов-основателей «Василея» Василий Гущин. А еще это событие – прямое доказательство, что у нашей республики есть своя музыка. Все-таки когда-то в этом сомневался легендарный худрук ансамбля «Ася Кыа». Всегда, всю жизнь был дефицит коми национальной песни. А таковая и есть. Даже покойный сейчас уже, царство ему небесное, вечная память, Виктор Петрович Морозов когда-то согласился мы проводили презентацию большого диска Лидии Петровны Чуюровой. И он тогда выступал, Лиду поздравлял и смог выразить из себя, что черт его знает, может быть, она и действительно есть коми-национальная музыка. До сих пор он считал, что язык музыки международный. Гущин с долей критики относится к периодическим гастролям Василия в Сыктывкар. Считает неотработанным конкурс детской песни «Василек», который 4-й год проходит в ноябре. И в очередной раз подчеркивает, только у этого Усть-Куломского Василея есть своя четкая концепция. Он проходит накануне Старого Нового года с баней и застольем после спетого. Нигде в Коми, а может и в стране, так весело Старый Новый год не встречают. Хотите проголосовать? Зайдите. Вот, пожалуйста, проголосуйте, кто вам понравился. Пока идет концерт, на улице возле ДК зрители, которым не достался заветный билетик, призывают также проявить волю и отдать свой голос за тот тандем исполнителя, композитора и автора слов, который показался ему наиболее успешным. Их предпочтения, возможно, самые важные. Многие усть-куломцы смотрят и сравнивают, каким фестиваль был и стал. Хороших номеров, очень даже много. Есть номера некоторые, я бы даже близко не допустил бы. Вот. Ну, как сказать самое, не то что нудно, очень длинное. Вот. Лучше, короче, да ясно, что было. Самые лучшие песни Василия. 40 дисков, Василий Николаевич. С днем рождения. Это буквально сегодня горячие блины. Обе? Да. Это 2 диска, 40 песен. Компьютер будет играть? Конечно, будет. Все. А это еще один отец-основатель конкурса Василий Чувюров. По признанию 2 других Васильев, человек, авторитета которого хватило на то, чтобы все это когда-то и оформилось в такое масштабное событие. Ежегодно в этот день с опозданием на неделю он отмечает свой день рождения. Песни стали простым слишком. Вот почему. Да? А почему простыми? Может быть, время изменилось? Может быть, люди стали такие простые, поэтому и песни стали простыми? Нет. По музыкальной теории, например, если даже нет октавы в песне, это не песня, это песеночка. Василей стал обычной концертной программой. Обычной. Ничего тут нету. Абсолютно. Мы же раньше, сидели не допоздна, а сидели до утра. И так несколько дней. Видимо, готовятся последние дни. Наспех, как я не вижу такой творческой работы, как вы говорите. С недавних пор на входе в ДК профили основателей высечены из бронзы. Сегодня они живые бренды района. Впрочем, говорят, очень бы хотелось, чтобы такое же внимание было к другим авторам песен. Благодаря их поддержке фестиваль и развивается. Конечно, суперпопулярный конкурс современной коми-песни давно не такой, каким его когда-то задумали 3 Василия. Даже ведущие в этом году со сцены осмелились назвать его коми-евровидением. Но, может быть, этой яркостью, пышностью и грацией так
манит Василей массового зрителя. И все 25 лет ищут себя. Молодец. Пошел. А наш телеканал, который 13 лет обеспечивает возможность, чтобы об этом празднике знали и слышали как можно больше жителей, уже 20 января представит телеверсию. Причем впервые в высоком разрешении. И для поклонников коми-песен это, безусловно, тоже будет событие. Как говорит главный художник драмтеатра, а когда-то один из первых авторов оформления Василия, только так сегодня можно заинтересовать национальной культурой молодежь. Сцена не должна быть голая. Я очень бережно отношусь с таким трепетом, когда идет видеоряд сзади. Сейчас здесь все ребята сбалансировали, и оно не перехлестывало, то есть актер был на первом плане, исполнитель, а это было на втором плане. Иногда происходит наоборот. И вот я, конечно, смотрел каждую, чтобы ничего не мешало. Но это уже, знаете, профессиональные вещи, которые... Вот. Поэтому мне очень все понравилось, все вкусно, ничего лишнего нету. Ребята работают 25 лет, как будто и не было. В результате гран-при 25-го фестиваля получила песня «Родная деревня» в исполнении солистов ансамбля «Рассвет» на музыку Сергея Кузьмичева и слова Ольги Рогожниковой. Впервые в местном ДК зазвучал саксофон. А тот самый приз зрительских симпатий заслужила Ксения Мишарина, автор песни «Хватит стрелять». Она уже имеет гран-при Ноябрьского фестиваля «Василек», который с некоторых пор называют сыном Василия. Роман Истомин, телеканал «Юрган», Усть-Куломский район.